Свыше 1 миллиона рублей должно заплатить Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды охотникам. Это деньги за отстрелянных волков. Об этом во время часа с министром, который проходит по поручению главы Коми, на площадке Общественной палаты рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Кузнецов. Он отметил, ведомство не было готово к такому объему добычи. Однако уже в скором времени вопрос с оплатой будет решен. Из расчета того, что у нас 20 тысяч, да, за особь, вот представьте себе, какой объем мы на сегодняшний день там... 50 человек как минимум, да? Да. И здесь получается такая история, что бюджет, вот тот, что будет пересматриваться в июне, он пополнится, то есть до конца года мы рассчитаемся непосредственно с тем долгом, который уже сформировался, и будет проплачиваться те особи, которые будут, ну, прямыми словами говорить, да, убиты вот за тот период, когда будет, возможно, разрешена охота, и волк и по отдельной пойдет разрешительной документации, и так как ранее вписывался уже на другие виды. Алексей Кузнецов не оставил в стороне недавний нефтеразлив в Ухте. Напомним, 13 апреля в сети появилось видео, как рыбаки в районе местечка Крахаль обнаружили на льду реки пятно маслянистой жидкости. По данному факту была организована проверка. Комиссия оценила состояние реки на предмет загрязнения. Впрочем, руководитель Минприроды решил лично отправиться на место происшествия. Мы вылетим на это место в рамках работы комиссии. Я сам еще лично посмотрю, будет сделан облет. Это, ну, моя настоятельная просьба вот, к недропользователю о том, что показали эти участки. Сделаем еще моими глазами и выводами, хотя предварительно комиссия уже отчиталась. В районе нефтеразлива нет действующих объектов и нефтедобычи и нефтепроводов. Гипотез несколько. Предварительно самым вероятным источником загрязнения могли стать ныне бесхозные скважины, пробуренные еще в советское время по берегам реки Чуть, впадающей в Ухту. Подобные происшествия в Коми уже случались.